Маршал Душик, здравствуйте. Все, что случилось за неделю и еще много интересного сегодня вместе с корреспондентами редакции «Новости 7» проанализирую я, Саид Ахмадов. Сначала коротко о главном. Ежегодное обращение президента к Федеральному собранию. Политика, медицина, образование, внешний рынок, демографический рост и даже отношения друг к другу. Владимир Путин затронул все важные аспекты жизни. Однако главный акцент на социальных обязательствах государства. Вместе мы их обязательно преодолеем. Меры по отношению к пьяным водителям будут ужесточены, незаконный оборот спиртным будет пресечен. В республике уже начались рейды. Это очень своевременные меры. А многие предприниматели даже сами отказались торговать смертью. Причина – крупная авария в Грозном, в результате которой погибли 8 человек. Чечня отметила Международный день инвалидов. Торжественный праздник с участием самих виновников события. Как и чем живут самые незащищенные слои общества? И откуда черпают силы жить и радоваться успехам, несмотря ни на что? Первая многопрофильная выставка продуктов питания, пищевого производства и торговли. Порядка 30 городов участвуют в этой выставке. Обмен опытом и не только. Что представила Чеченская республика и какую оценку получили товары собственного производства. Новый год – год экологии. Чечня готовится к озеленению. В планах реализация других не менее важных проектов. С чего начнется масштабная работа по улучшению экологического состояния региона. А с тем, что в ближайшее время будет вестись сортировка мусора, проблем с его размещением и вовсе не будет. Президент России выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию. Это было 23-м по счету обращением в новейшей истории России и 13-м, которое оглашает Владимир Путин. Основное внимание глава государства уделил социальным вопросам, экономике и внутренней политике. Говоря о проблемах здравоохранения, Путин отметил, что со следующего года в стране будет организована регулярная переподготовка врачей, и специалисты будут сами выбирать, где пройти квалификацию. Что касается образования, необходимо раз и навсегда решить проблемы 3, а затем и 2-сменки в школах. Самой быстро развивающейся отраслью президент назвал отечественную IT-индустрию. В ежегодном послании принял участие и глава Чеченской республики. Подробнее обо всем наш корреспондент. Ежегодное обращение главы государства к Федеральному собранию – одно из самых важных событий в политической жизни страны. Учитывая недавние выборы и по-прежнему натянутые отношения со стратегическими партнерами на международной арене, в этом году интереса к посланию было еще больше. Это подтверждает рекордное число журналистов, что получили аккредитацию – 600 человек. Содержание послания президента страны традиционно держалось в секрете. Однако еще до того, как глава государства вошел в Андреевский зал Кремля, было известно, что акцент в своем 13-м по счету послании Владимир Путин сделает на внутреннюю политику. Прежде чем рассказать о своем видении развития страны, президент отметил способность россиян сплотиться в сложные моменты. Граждане объединились, и мы это видим. Надо сказать спасибо за это нашим гражданам. Они объединились вокруг патриотических ценностей не потому, что всем довольны, что все их устраивает. Нет, трудностей и проблем сейчас хватает. Но есть понимание их причин, а главное уверенность, что вместе мы их обязательно преодолеем. Готовность работать ради России, сердечная, искренняя забота о ней – вот что лежит в основе этого объединения. При этом люди рассчитывают, что им будут обеспечены широкие и равные возможности для самореализации, для воплощения в жизнь предпринимательских, творческих, гражданских инициатив. Рассчитывают на уважение к себе, к своим правам, свободам, к своему труду. Тема социальной сферы и социальных обязательств государства заняла особое место в послании президента. Власти необходимо сосредоточить усилия на улучшении качества жизни россиян, поддержать традиционные семейные ценности и дальше делать ставку на демографические программы, повышать уровень образования и культуры. Мы продолжим изменения в социальной сфере, чтобы она становилась ближе к людям, к их запросам, была более современной и справедливой. Социальные отрасли должны привлекать квалифицированных людей, талантливую молодежь. Поэтому мы повышаем зарплаты специалистов, улучшаем условия их труда. Отмечу, что конкурс в медицинские и педагогические вузы, совсем недавно он был почти нулевой, уверенно растет.
В 2016 году на педагогические специальности он составил 7,8 человек, а в 2016 году вот после прошедшего приема общий конкурс на бюджетные места в медицинские вузы составил уже почти 28 человек на место. Дай им всем Бог здоровья и успехов в их работе, малым специалистам в будущем. Внимание Владимир Путин заострил и на экономике страны. К 2025 году она должна выйти на уровень не ниже общемирового. Нас уже пытались задавить санкциями, но как бы трудно ни пришлось, плясать под чужую дудку не стали, отметил президент. Можно сказать, что трудности уже позади, поэтому активно нужно строить новую стратегию развития финансового сектора, естественно, учитывая сопутствующие проблемы. Главные причины торможения экономики кроются прежде всего в наших внутренних проблемах. Прежде всего, это дефицит инвестиционных ресурсов, современных технологий, профессиональных кадров, недостаточное развитие конкуренции, изъяны делового климата. Сейчас спад в реальном секторе прекратился, наметился даже небольшой промышленный рост. Но вы знаете, что если в прошлом году у нас спад ВВП был где-то 3,7%, думаю, что в этом году он будет незначительным. Активно необходимо развивать также и технологии. Без этого страна не сможет выйти на желаемый уровень экономического развития. Принципиально важно поддержать наших российских талантливых молодых ученых, их много, чтобы они создавали в России свои исследовательские команды, лаборатории. Для них будет запущена специальная линейка грантов, рассчитанных на период до 7 лет. На эти цели, а также на развитие научной инфраструктуры, открытие новых лабораторий в 2017 году, только в 2017 году, к уже заявленным ресурсам на науку будет выделено дополнительно 3,5 миллиарда рублей. И, конечно, деятельность научных центров должна быть тесно интегрирована с системой образования, с экономикой, с высокотехнологичными компаниями. Нам нужно превратить исследовательские заделы в успешные коммерческие продукты. Говоря о сфере здравоохранения, президент отметил, что за последние 10 лет в 15 раз увеличился объем высокотехнологичной медицинской помощи. Путин предложил наладить действенные механизмы, которые еще повысят доступность таких операций. Начиная с будущего года на базе федеральных и региональных медицинских центров и вузов будет организована регулярная переподготовка врачей. При этом специалист с помощью образовательного сертификата сможет сам выбрать, где и как повысить свою квалификацию. Продолжим наращивать и уровень информатизации здравоохранения, чтобы сделать удобный и простой запись на прием, ведение документации. Нужно освободить врачей от рутины, от заполнения вороха отчетов и справок, дать им больше времени для непосредственной работы с пациентом. Также с помощью информационных технологий будет существенно повышена эффективность контроля за рынком жизненно важных лекарств. Это позволит избавиться от подделок и контрафакта, пресечь завышение цен при закупке медикаментов для больниц и поликлиник. В течение ближайших 2 лет предлагаю подключить к скоростному интернету все больницы и поликлиники нашей страны. Это позволит врачам даже в отдаленном городе или поселке использовать возможности телемедицины, быстро получать консультации коллег из региональных и федеральных клиник. Говорить о качестве образования в стране, где до сих пор в школах существует трехсменка, особо не приходится. Проблема, конечно, не во всех субъектах, но тем не менее ощущается довольно остро, считает президент. Ввиду высокого демографического роста, к примеру, для чеченских детей, это чуть ли не самый главный вопрос. Необходимо, наконец, решить проблему 3-х смен, а дальше и 2-х. И, конечно, нужно направить дополнительные усилия на повышение квалификации учителей. Вы знаете, что с 2016 года реализуется программа создания новых мест в общеобразовательных организациях, и она программа рассчитана на 16 и 25 годы. По 25 миллиардов рублей предусматривается. Кстати говоря, мы с вами хорошо знаем, это прежде всего ответственность регионального уровня, но мы приняли решение поддержать регионы по этому важнейшему направлению. Всего в период с 2016 по 2019 год планируется создать 187 998 новых мест в школе.
В стране много говорится о господдержке предпринимателям, но в ряде случаев вместо того, чтобы просто протянуть руку помощи, надзорные органы очень часто вставляют палки в колеса бизнесменов, особенно начинающих. Давление необходимо уменьшить. Уже дал прямое поручение исключить трактовку работы самозанятых граждан как незаконную предпринимательскую деятельность. Не нужно цепляться к ним по надуманным поводам. А чтобы таких поводов вообще не было, прошу в течение следующего года четко определить правовой статус самозанятых граждан, дать им возможность нормально, спокойно работать. Каждый, кто честно трудится в своем бизнесе или как наемный работник, должен чувствовать, что государство, общество на его стороне. От послания президента зависит вектор развития страны. И судя по тому, как присутствующие внимательно слушали, а временами и прерывали речь Путина громкими аплодисментами, впереди грядут большие перемены. Надо работать, усилить позиции нашего государства в общем государственном масштабе и региональном в частности. Поэтому будем работать и строить сильное общество. Если мы не будем поддерживать особо одаренных и даже старающих все слои нашей молодежи, то у нас перспективы будущего не будет. Поэтому мы все позиции, озвученные президентом, будем над этим работать. Речь Путина была недолгой, но, как всегда, содержательной. Президент определил первостепенные задачи, что сегодня стоят перед страной. Главное теперь поэтапно решать все намеченные цели. Магомед Салтмарадов, Юсуп Успанов, Новости 7. В ходе поездки в Москву глава республики встретился в Кремле с руководителем администрации президента России Антоном Вайном. В беседе говорили о общественно-политической ситуации и предварительных итогах социально-экономического развития Чеченской республики в 2016 году. Рамзан Кадыров поблагодарил главу администрации президента страны за поддержку и помощь в решении важных задач. Здесь же, в Москве, глава Чечни встретился с арабской делегацией, в числе которой и был известный деятель исламского мира, профессор Дамасского университета Мухаммад Тауфик Рамазан Аль-Бути. Он является сыном погибшего от рук террористов и близкого государства, уважаемого во всем мире ученого Мухаммада Саида Рамазана Аль-Бути. Беседа прошла в теплой обстановке. Богослов выразил Кадырову уважение и слова благодарности от лица сирийского народа. В ходе ближневосточного турне глава Чечни посетил ряд городов Саудовской Аравии. В аэропорту Даммама Рамзана Кадырова встретил губернатор восточной провинции Сауд бин Наев бин Абдель-Азиз, министр торговли и инвестиций Маджед Аль-Касаби и другие представители власти. Также присутствовал и посол России в Саудовской Аравии Олег Озеров. В Даммаме глава Чечни встретился с преемником наследного принца Саудовской Аравии, министром обороны Мухаммада бин Сальманом Аль-Саудом, который и пригласил Кадырова в страну. В ходе переговоров особое внимание уделили вопросам противодействия идеологии, экстремизма и борьбе с терроризмом. Мухаммад бин Сальман Аль-Сауд выразил большое удовлетворение тем, что в Чечне вопросы борьбы с терроризмом успешно решены, восстановлены мир и стабильность. Рамзан Кадыров пригласил сына саудовского короля в гости в Чеченскую республику. Следующим пунктом посещения стала Медина. Здесь чеченскую делегацию встретил сын короля Саудовской Аравии, губернатор провинции Медина, принц Фейсал бин Сальман. В Медине Кадыров побывал в большой мечети Аль-Масджид Ан-Набави, где похоронен лучший из людей пророк Мухаммад, саллаху алейхи вассалам. А уже в Абу-Даби глава Чечни посетил финал заключительного этапа сезона Формулы-1. Посмотреть за баталиями приехали руководители государств, известные политики, бизнесмены, представители киноиндустрии и шоу-бизнеса. В качестве почетного гостя стадион посетил и Рамзан Кадыров. Главу Чечни сопровождали депутат Госдумы Адам Делимханов и сенатор Зият Сапсаби. По завершении гонок состоялась беседа главы Чечни Рамзана Кадырова с шейхом Мухаммадом бин Заядом Аль-Нахаяном. Здесь же, в Абу-Даби, Рамзан Кадыров встретился с саудовским принцем Аль-Валидом бин Талал бин Абдул-Азиз Аль-Саудом. По словам Кадырова, встреча была продуктивной, поднимался целый ряд вопросов взаимного сотрудничества. Кроме того, глава региона пригласил наследного принца посетить Чечню. Приглашение принц Аль-Валид бин Талал бин Абдул-Азиз Аль-Сауд принял и пообещал в ближайшее время приехать в Россию. В ходе пребывания в Саудовской Аравии прошли и деловые переговоры между премьер-министром Чечни и членами правительства Ближневосточного королевства. На встрече с губернатором восточной провинции Саудом бин Наев бин Абдель-Азизом Абубакар Адельгириев выразил надежду, что с этого визита начнется реализация взаимовыгодных инвестиционных проектов между Чечней и Саудовской Аравией. На переговорах делегации с министром торговли и инвестиций королевства Маджедом Аль-Касаби
Эдельгериев озвучил инвестиционные проекты, которые могли бы быть успешно реализованы, в частности, в сфере сельского хозяйства. Маджед Аль-Касаби со своей стороны заявил о желании Саудовской Аравии детально изучить все предложения. В Дахране состоялась и встреча с министром энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халидом Фалехом и президентом крупнейшей в мире нефтяной компании Сауди Арамко Амином Нассером. Рассмотрели возможность участия саудовских нефтяных компаний в инвестиционных проектах региона и сотрудничества в области обучения чеченских студентов в профильных учебных заведениях Саудовской Аравии. Уже в скором будущем может быть налажено сотрудничество между Университетом нефти и минеральных ресурсов имени короля Фахда в Саудовской Аравии и чеченскими вузами. На неделе исполнилось 45 лет, как было подписано соглашение о создании государства Объединенные Арабские Эмираты. Между этим регионом и нашей республикой сложились особые братские отношения. Эту дату отметил в своем инстаграм и глава республики. Он поздравил наследного принца Абу-Даби, шейха Мухаммада бин Заяд Аль-Нахаяна и весь дружеский народ Объединенных Арабских Эмиратов с этим праздником. За короткий промежуток времени эта страна стала одним из самых экономически и социально развитых, стабильных государств мира. Кадыров подчеркнул, что мы высоко ценим братскую дружбу между Эмиратами и Чечней и пожелал всему народу Эмиратов мира, стабильности и процветания. На неделе глава республики поздравил жителей Ингушетии с праздничной датой – 25-летием со дня референдума. Рамзан Кадыров отметил, что путь к реализации итогов референдума был очень сложным. Однако братский народ нашел в себе силы и мудрость, чтобы достойно его пройти и создать свою государственность в составе Российской Федерации. Глава Чечни подчеркнул, что Ингушетия является одним из быстро развивающихся регионов России. Он также пожелал Юнусбеку Евкурову и всему ингушскому народу успехов в решении задач экономического и социального развития, стабильности и благополучия. В Чечне начались рейды по пресечению незаконной торговли алкогольной продукцией, а многие предприниматели и сами отказались торговать спиртным, даже обладая лицензией. Все дело в крупной аварии, которая произошла на неделе по вине пьяного водителя и унесла жизни 7 ни в чем не повинных людей, в числе которых и 2 детей. Случай получил большой резонанс, и многие выступают за ужесточение мер и по отношению к нетрезвым водителям, и по отношению к продавцам, которые торгуют смертью. А иначе и не скажешь, именно к ней и приводит в большинстве случаев алкоголь. Именно об этом и предупреждал не раз глава республики, который прилагает невероятные усилия в борьбе с этим злом, даже сам лично встречаясь и прося нарушителей не пить. Специальный репортаж Магомеда Салтымурадова. Эти съемки сделаны незадолго до трагедии на федеральной трассе «Кавказ». Музыка, танцы, свадьба в самом разгаре. Алам Хаджаев празднует создание новой семьи. Женился двоюродный брат. Но уже через какие-то считанные минуты Алам сядет за руль в нетрезвом состоянии и станет причиной гибели 7 человек, в числе которых 2 детей. По версии следствия, Алам Хаджаев на большой скорости выехал на встречную полосу и в лоб столкнулся с ВАЗ-21014, в которой находились 5 человек. Погибли все. Дешник зулум дуйла халиш. Тент октан цент диандал окты. И пидак окертер ажу шана. Куз айсел тиавил вил хусвил. Кира догдош бусрптак окни цанца айнсавил. Доком до декашник. Хумж малил рейт. Пьяных водителей глава республики не раз сравнивал со смертниками. Если кто раньше и был не согласен с позицией Рамзана Кадырова, то после этого случая есть повод позадуматься. Не каждый теракт уносит столько человеческих жизней. Нетрезвый водитель должен сосинхать за руль. Дائما сравнивать وقت смертнику доходит имена юж. Он это сам собрал дешвасе. И мы чрена киоск чу якаруи основ ги якаруи وان ستريتش نيفل دون نحبو اربطوا هو دي دوسو داخل هو باش ولا دوان سمرتنك يكشي
يهدون بويس دي كان واو غير عامل دون سو نخبة تتعاتي عشان باش ولايات يتحقق نخدو أنا ويسوق الصغلها ويغوشي دون تيتت لير دوش دون. Ситуация на дорогах Чечни под особым контролем главы республики. Создан даже оперативный штаб, который занимается профилактической работой с целью минимизировать аварийность на дорогах. Регулярно проводятся рейдовые мероприятия, задерживаются нарушители, среди которых немало нетрезвых водителей. والله دون صندوق باخت بلتق موات هو الدنيا تحتك عواقين شنقال ما هيك عم خلال سنخ بالا سنجة تميع على الروح الله مو خطروا اسنية دون دير وانا خطروا شاب عندوش شيء الدنيا نجي على الورفل دون دوزل هو اللي شيء دايران شاب عندوش دير مو دير هو دون شاب عندوش ترينان سير الخويت تزليل ورقص دون خويت تزليل ورقص وصيب عندوش ترينان يال سير. С 2013 года по сегодняшний день в результате ДТП на дорогах Чечни погибли 631 человек. Эти страшные цифры – итог безответственности некоторых водителей, что не соблюдают правила дорожного движения, а порой садятся за руль даже под воздействием алкогольных напитков. 535 حالات مشيت زرلهم زكون هو زكون ملامل زرلهم ما دال هو دال دعنا ملر ممل با واحد عودي دو خزا هديس نشوي دي هادي خشوي دالي بيرامد ممل عاش شي صاحبو كان بالي مدول حاج هو نيغه تحن دي مشي طلع ما قداش وسكاي شي استيان كالله هون الچه ملامل ارابل не нахбо шул тагга ху динаса сувиш. Всего же в течение этого года задержано около 1500 нетрезвых водителей. Учитывая масштабы проблемы и вытекающую страшную статистику, еще в 2009 году глава Чечни подписал указ, который ограничил продажу алкоголя на территории региона до 2 часов в сутки. Это был первый серьезный шаг на пути к здоровому и трезвому обществу. Недаром Чечня 2 года подряд признана самой малопьющей республикой в стране. Однако нарушителей, особенно на дорогах, все еще хватает. Российское законодательство слишком толерантно относится к пьянству за рулем. Максимум, что грозит нарушителю, это лишение прав. Этой меры, как показывает практика, недостаточно. Когда проведена экспертиза и лишают прав, он может сесть за руль и без прав, его может никто и не остановить. Он может сесть выпившим и без прав за руль. Собственно, так и поступил Салман Алимгириев. Недавно его лишили прав за вождение в нетрезвом состоянии. На встрече с главой республики он, как и десятки других задержанных, дали слово, что бросят пить и никогда не сядут за руль автомобиля в нетрезвом состоянии. Однако уже через пару недель злостный нарушитель вновь был задержан по той же причине. Пьяный, к тому же и без прав. رمزانيga dela انت والس عدلا دوش تلمردان هنشو دا قريزنا مردان اللي تعجر وات والله وات تعان ومدرمات ونرشات دا تعما ديدات تبوق جنا شقت ولو تعال والله قسوي قلدر لويرات اصلا دلا دليرينز هنشو دا حر از دور دات صن تانش دل دل دوشهم Трагедия на трассе Кавказ стала последней каплей в чаше терпения властей и новой отправной точкой в борьбе с пьянством за рулем. Этот случай наглядно показал, что никакие профилактические беседы с водителями, ни просьбы, ни требования в полной мере не дают желаемого результата. Пряник в данном случае не помощник, нужен кнут, который сильно бьет по карману нарушителя. Эти люди нас не хотят никак услышать. Поэтому мы вышли с ходатайством о том, чтобы, по сути своей, к этим людям применять меры более жесткого характера. Мы вышли с предложением о том, чтобы более жесткие меры в отношении этих лиц принимать. Значит, наверное, будем ходатайствовать о том, чтобы помогать, чтобы выработать более жесткую нормативную базу для того, чтобы мы могли бороться с нарушителями такого характера. Насколько и как ужесточится наказание за вождение в нетрезвом состоянии, пока неизвестно. Прежде чем делать какие-то изменения в законодательстве, скорее всего, пройдет немало времени, и вопрос будет обсуждаться. Однако ясно другое – этот шаг крайне необходим. С пьянством за рулем весьма удачно борются в ряде зарубежных стран. Ничего нового придумывать даже не стоит. Взять даже соседнюю Белоруссию, где в случае нарушения у водителя конфискуют автомобиль в пользу государства. Если пьяный водитель стал причиной ДТП с жертвами, в Китае виновника могут даже казнить. Или, если повезет, до конца своей жизни человек проведет за решеткой. В США к пьяным водителям относятся более гуманно, но не менее эффективно.
Вот человек, если ловят в нетрезвом состоянии за рулем, его направляют на принудительное лечение, лишая его прав и там, на 6 месяцев, которые он оплачивает из собственного кармана. Если он прошел нормально этот курс реабилитации, и наркологический диспансер ему выдал документ, что он прошел его, у него в машине устанавливают, опять же за его деньги, есть компании частные, которые устанавливают алкометр, подсоединенный к зажиганию машины. В любой момент водителю могут позвонить и попросить подуть в алкометр. Если в крови обнаружат алкоголь, автомобиль дистанционно выключается. Виновника забирают полицию. Вряд ли водитель-рецидивист когда-либо больше сядет за руль своего железного коня. В России пока же от этого никто не застрахован. توعدونا سيميائي شيء بيردو تيوقع اسمها وستي فوق يحرن قاد يشهد تحدون ايزو راز ريسبوبليكا اورسيا بريتوس حالات سيس بريتوس دون شرافتو قاتون بريتوس دونا عيدو دونا نروشينيا سويتا فور سكور رست دوكم جوكسون كيري بيزجان ارقادوش ملامل دونا دالدو دونا تحنشور قيتك بلش مو خيتر داشوش حواليش لوبوينك دون سون سايجور قيت بلش دون هما خيتر دات سالي تسعسي عوال. Авария, что унесла жизни 8 человек, потрясла чеченское общество. Даже сами предприниматели, что продают алкоголь, понимают, что за произошедшее, пусть даже и косвенно, тоже ответственны. И после встречи со спикером чеченского парламента отказались заниматься этим бизнесом. Ведь, как говорится, на чужом горе счастья не построишь. مو بلوغ الإنسان وبلوغ شيء право на убийство. И как дух шуток, значит, она эстерилизация сообщества. Свой рушит все. Свой нахбывший автомат, свой рушит. Была это, она делала рушит. Мадва, мабай, не. Что сам наверное, кенти мадуши. Дел варма, бог луйбук, والله она. دوزو تيم شو كيرت شو تعريشة مودا فيها شو عام مودا فيها إبتو يوم إبتو ديل ريزو وسنعمل Однако подпольная продажа алкоголя, пусть и в малых масштабах, в Чечне все же продолжается. Практически каждый день правоохранители выявляют и задерживают предпринимателей, что без лицензии реализуют алкогольную продукцию. В былые времена в решении любых вопросов у Энеха ключевую роль играл Институт семьи и Совета старейшин. Сегодня он заметно ослаб. Нужно его возрождать, считает Рамзан Кадыров. حيخين شوح وندوات بلا خلج سمين عوي متعو حاج خطير داشي دول ديش قلو كان شينت ايو عرويا شينت تعمدي شو وقت ديش دعوات اواري خلا يا لنخ بلا بال مولنش يو بولدون يكاك بوتا يستيسن خل ديش مدوسن شيوا ويج سكورت يحتوان عامل ديل نعط يلوان وصبع قال لي اقول تقندون أدوكات تمات مول أرعمل أوارين ويلق نحبة والله دعوة لا تسوي الموسى دقيق دي موسى مول نشكل ويتريس عتقول يسند هون داشي تنخش هون أرعمل أرعمل شاول لح تنخبة نح تنيو مول Печальная статистика жертв на дорогах Чечни становится закономерностью, и мириться с этим дальше власти больше не намерены. Это очень своевременная мера, и главное, нам надо поддержать главу республики в этом плане, объединиться всей командой. Это уже угроза национальной безопасности. Антиалкогольную кампанию население Чечни всецело поддерживает, потому что беспредел на дорогах давно пора остановить, пусть даже жесткими мерами. Наказание ужесточить, да, что малар хун элчи
مشين على خين تغلشي دون ملر دائما دون ظلم يخلدو ملول تج شاليلو چندون جواب دو استغلو مشين على خاوش إلا بالله دون جو دون ظلم وش ودينت ودوخشن ده سواء نخ ملر تدكتنا بول شبيت بات ظلم خلر دوت ملر ستش ملش بر صوتش ديك خدو يلام خيتس دوشن تعذر ديش يغلق ليل وردويش او ديك غلق خيرس سان كيجنا آل در مدعون هالشي شيء دويش دوشن لدوخ وق ولا جيم ولا زكون يا نقشي عالش كا إلا اسنو ده خيدو فوقافي وشاء وش حوتهم ونعب بول شارع إيش صوتي إيش ودخو خدر دي خدر ماما الحارة دوخ شارع ما دوخ حارة يلا يول شو سان هو برك دوار ده. Наша телерадиокомпания при поддержке молодежных общественных организаций запустила новую рубрику, в рамках которой планируется выявлять недобросовестных предпринимателей, которые в обход закона реализуют алкогольную продукцию. Если вы стали свидетелем того, как продают спиртные напитки и сумели зафиксировать это на телефоне или других устройствах, просим прислать материал на один из этих телефонных номеров. ويتشتقوش لولا قاش دابيرز بو ال وي ستيدين عيشولش داتشو وي لولا كولا وي عشدولشا اي ظلم درجوش بو بيشو استق وي تعالج وي ديك درشخل وي ايغ ورترخ قان عيرين شيچو استق ويلشو استقي چيرقي قورمو. Власти не пытаются ввести в Чечне сухой закон и не запрещают реализовать спиртные напитки. Антиалкогольная кампания нацелена на тех, кто употребляет и становится жертвой зеленого змея, в надежде на то, что люди перестанут пить или, по крайней мере, пить мало, чтобы не причиняли вреда хотя бы другим, что хотят жить и процветать. Магомед Салтмурадов, Альберт Салаханов, Руслан Яхяев, Тимур Хайдаров. Новости 7. Сезон эпидемии, больничных листов и нескончаемых очередей у кабинета врачей. Именно в зимнее время эти явления наиболее усиливаются. В некоторых регионах страны уже наблюдается рост поражения населения гриппом. Эта вирусная инфекция в последние годы из обычного ОРВИ все чаще превращается в тяжелую болезнь. Появляются новые, ранее неизученные штаммы. Какова ситуация в нашей республике и насколько мы готовы к сезонному гриппу, разбиралась наш корреспондент Мариам Керимова. Маленький Муслим пришел на прием к врачу вместе с мамой и старшим братом. У ребенка высокая температура и кашель. И как следствие несвоевременного лечения острого респираторного заболевания – бронхит. Теперь ему предстоит основательное лечение под контролем врача. Не пришли своевременно, поэтому до гриппов дошло, до уколов дошло. По словам специалистов, ситуация в Чеченской Республике по заболеваемости гриппом и ОРВИ не дошла до порога эпидемии, но уже требует принятия необходимых мер. Среди подростков старше 15 лет в настоящий момент на 25% повысился рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. С начала года зафиксировано около 4000 случаев. Главная мера профилактики, как говорят медики, является вакцинотерапия. В этом году ее завершили 11 ноября. Для того, чтобы избежать вот эти все последствия, рекомендуется меньше посещать места массового скопления людей, меньше посещать общественный транспорт, в первую очередь, соблюдать личную гигиену или санитарно-гигиенические мероприятия. Это чаще всего мыть руки, проветривать помещение, где вы находитесь, протирать бытовые поверхности дезинфицирующими средствами и в крайнем случае протирать руки дезинфицирующими салфетками. Одноразовые маски рекомендуют менять каждые 4 часа. При этом своевременно начатое лечение в разы уменьшает последствия, говорят врачи. Подъем заболеваемости на территории Российской Федерации ожидается в середине декабря. Число больных гриппом уже достигло 700 человек. В Чеченской Республике все гораздо спокойнее. Пик ожидают к концу декабря, и то в пределах нормы. Чаще болеют, конечно же, дети, которые находятся в детских коллективах. Это детские дошкольные учреждения, детские школьные учреждения. Как правило, распространению инфекции всегда способствует коллектив, нахождение больного человека в коллективе. К сожалению, наше население недостаточно организованно и дисциплинированно вакцинируется. Это тоже является причиной частого распространения того же, допустим, гриппа. Потому что перед каждой эпидемической активностью гриппа, перед сезоном, мы проводим вакцинацию. Кот-паротит прекрасно.
Дошкольные возраста мы делаем, детские сады мы делаем, неорганизованных, организованных. С года ребенка мы прививаем. Если сезон вакцинации против гриппа завершился, то теперь поликлиника в массовом порядке делает прививки от паротита. Вируса в народе, именуемого свинкой, поскольку отмечен подъем заболеваемости. По словам врачей, это результат отсутствия вакцинации среди населения. Наиболее подвержены этому заболеванию дети и люди в возрасте от 18 до 35 лет. Мария Керимова, Магомед Сулейманов, Новости 7. Чечня отметила Международный день инвалидов. Каждый год 3 декабря для самых незащищенных слоев населения устраивают настоящий праздник, где им дают почувствовать, что они нужны и являются полноправными представителями общества. Именно с такой целью и учреждена дата. Впрочем, в Чечне внимание к инвалидам проявляется не только по праздникам. Власти делают все возможное, чтобы улучшить их жизнь и самочувствие. Слово Хадижи Гугуевой. Яркие номера, переполненные зрительные залы, неутихающий шум аплодисментов. Именно так в Республиканском реабилитационном центре имени Тарамова проходит концерт, посвященный Всемирному дню инвалидов. Выступающие на сцене ребята – сами воспитанники центра. К подготовке сегодняшнего мероприятия они подошли очень ответственно. Результат – блестяще исполненные постановки и восхищенные зрители. Данное мероприятие, которое прошло сегодня, особого труда для наших сотрудников не составляет подготовка, особой подготовки не требовалось. Почему? Потому что каждый сотрудник, который работает в нашем центре, он вкладывает частичку своей души именно в работу, в детей каждого ребенка, и, соответственно, таким образом это выстраивается в то, что вы сегодня лицезрели. А дети, которые поступают к нам в реабилитационный центр, они и неохота их называть дети с ограниченными возможностями, это необычные дети, которые являются в какой-то области талантливыми, и здесь у них есть возможность раскрыть эти таланты, для того, чтобы в дальнейшем они уже могли приспособить себя в жизни и, может быть, добиться каких-то творческих успехов. Диагноз Рамзана Артаханова – детский церебральный паралич. Помимо этого, мальчик крайне эмоционально воспринимает громкий звук и яркий свет. Именно по этой причине воспитанник центра не присутствует на общем празднике. Однако это нисколько не мешает ему весело проводить время в компании любимых игрушек. Курс реабилитации Рамзан проходит здесь уже во второй раз, а результаты предыдущего, по словам матери, превзошли все ожидания. İşte dehkan tigah pashti şişo dehkan. Dereis khil alurdu sonway pachan Ramzanna haqluir shana arshbaya tarish shatar tonks beshka shunu dika haus. Qostqadu har ahka ikan tsadgan shota. Qodi dosh ayla aymar. Уже шит qait dosh ayla amatsun уже шолх чудишнаду. Духа хис машам хиетсон. Республиканский центр имени Тарамова является уникальным соцобъектом, главная особенность которого заключается в том, что на протяжении всего курса реабилитации родители могут находиться рядом со своими детьми. Министерство труда, в систему которого входит это учреждение, проводит ряд крупнейших мероприятий, направленных на социальную защиту и поддержку инвалидов. В этой области проведена работа, результатом которой стали комплексные центры соцобслуживания, действующие в каждом районе. Также ведомство предоставляет инвалидам компенсации для оплаты коммунальных услуг, льготный проезд на общественном транспорте. Также Министерство труда мониторит вопрос квотирования рабочих мест для инвалидов. Работодатели, штатной численность которых от 30 до 100 работников, должны обеспечить 3% от штатной численности мест для инвалидов. А работодатели, штатная численность которых превышает 100 человек, должны обеспечить в своем составе не менее 4% для инвалидов. Также мы направляем на обучение по профессиям бухгалтер, повар, оператор, ЭВМ и так далее, лиц из числа инвалидов. Адам Межиев относится к той категории граждан, которых называют людьми с ограниченными физическими возможностями. В 1995 году по своей неосторожности он наступил на мину, после чего остался без ноги. Как рассказывает сам молодой человек, в то время он даже не осознавал того, что с ним произошло. Был ли тому причиной его юный возраст или грамотное поведение родителей, которые всячески поддерживали сына, он не знает. Но твердо уверен в одном – в последующем поддержка семьи и окружающих сыграла одну из ключевых ролей в его жизни. Меня на тот момент окружали мои близкие, и за счет чего я не чувствовал себя каким-то ущемленным или еще что-то. А на самом деле такая же атмосфера должна была быть в обществе. То есть все люди должны вести себя так. Допустим, меня никогда не жалели. Я, наверное, по дому или еще какие-то дела работал наравне со всеми.
Адам является капитаном чеченской футбольной команды ампутантов «Ламан Аз». Сюда он пришел в 2002 году и, как признается, ни на минуту не пожалел о принятом тогда решении. Сегодня его команда является абсолютным чемпионом в этом виде спорта. Нет ни одного соревнования, главный трофей которого не завоевал этот коллектив. Также игроки чеченской команды выступают в составе сборной страны, достойно отстаивая ее честь на международной арене. Тойши рейс да циркантасо. Цуэли да кол. Пьяно. Пусть посмотрит, цултяшин целях цава ищутся. Но всегда их все равно как-то наханюк и ездить стал по всем городам, по всему миру. Все равно воля хитрых точно не стиглахна. Адам Межиев является настоящим воплощением мужества и терпимости. Никакие трудности не заставили этого человека потерять веру в себя и свои возможности. Хадижат Гугуева, Исад Алаев и Тимур Хайдаров. Новости 7. И смотрите далее в нашей программе. Первая многопрофильная выставка продуктов питания, пищевого производства и торговли. Порядка 30 городов участвуют в этой выставке. Обмен опытом и не только. Что представила Чеченская Республика и какую оценку получили товары собственного производства. Новый год – год экологии. Чечня готовится к озеленению. В планах реализация других не менее важных проектов. С чего начнется масштабная работа по улучшению экологического состояния региона. А с тем, что в ближайшее время будет вестись сортировка мусора, проблем с его размещением и вовсе не будет. Клубный чемпионат Европы по дзюдо «Золотая лига» впервые пройдет в Чечне. Он состоится с 15 по 17 декабря в Грозном в спортхолле «Колизей». Выступят 16 команд из 8 стран Европы, в числе которых чемпионы мира, Олимпийских игр и призеры международных соревнований. От Чечни будут представлены дзюдоисты спортивного клуба «Эдельвейс» имени Турпалали Кадырова. Рамзан Кадыров подчеркнул значение соревнований и призвал ответственно подойти к их организации. Напомню, договоренность о проведении «Золотой лиги» в Грозном была достигнута в апреле этого года на чемпионате Европы по дзюдо в Казани. Место проведения турнира выбрано не случайно. Чеченские дзюдоисты не раз доказывали свое мастерство на всероссийских и мировых аренах. По дзюдо дона, ой, дуку дона, успешью, да, ой, успеш рабандоше, ой, амруди дона. По Северокавказскому федеральному округу президент Хуатина Удон сюда свой договор шел дона, Золотая лига дона, 2016 спортивный дон, мероприятие из Йоктонши дона, холи значимый дона, так массана дона, хаш. Я знаю, что днем дона, выдал хлер дона, война дона. Даже стимул для спортсменов дона, йошу дона, дальше ербан, так просто дона. Що довше їз, але це видно, в клубний дон, чемпіонат Толчина, Росія, давай дон, в Еделевейс дон, пирамид бяхна дон, из-за дона, yok успех. Еще беги воспитанных, щи клуба бош, царь клуб дон, и что Россия выступает на дон, а хинси дон, на Европе бан, цигар дон, пирамид бяхан, а бяхна сон его ца дон, позже случай нам родный балкал дерез, ор, что он спортсмен, что он поздравит балет дон. Det har verkat i vården. Jag har ju ashvart och med då. Jag precis när det det bollen då. Och det är ju helt lätt så vi var det ska du ändå vet förkortning då vad det är inte helt dyrt då där. Så det är ju inte hash där då när lära lära bara där. Så är då till dollar det är ju bara men hade ju stå ways man now då back in sportsmen väg där kulturbello väg علم تجويج شابك جدا ويضل شوي نقدرنا ويغلق دعنا تياتس ولا هو مثلا دوج فل شو هذا شيء يوازي سلوجات يوازي سلوجات اللي دعنا يوازي غلق ولا ديسك مثلا دعنا. На неделе в Грозном прошла первая многопрофильная выставка продуктов питания, пищевого производства и торговли. В ней приняли участие представители 33 компаний из 20 городов России. Все они представили товары собственного производства. Это и молочные продукты, и напитки, и мясные деликатесы. Много всего экологически чистого. Свою продукцию, которая не раз становилась победителем всевозможных конкурсов, представили и чеченские производители. Подробнее Хадижа Гугуева.
Сыр, сметана, кефир, сливочное масло и творожные изделия. Классический ряд молочной продукции, производимой компанией «Лидер А». Помимо этого, в ее ассортимент входят кондитерские изделия, газированные напитки и маринады. Свою деятельность это предприятие начало в 2010 году и почти сразу же покорило местный рынок. Сегодня география сбыта продукции компании охватывает регионы Северного Кавказа, Астрахань, Ростов-на-Дону, Воронеж, Москву и даже Крым. Поставщиком молока является «Лидер А». На сегодняшний день поступает около 10 тонн молока. В среднем около 10 тонн молока в сутки. Проектная мощность молочного комбината составляет 30 тонн молока за одну смену. Оценка качества производится, начиная с приемки, весь технологический процесс и готовая продукция. Имеется своя лаборатория. Продукция компании «Лидер А» неоднократно выставлялась на различных площадках как федерального, так и международного уровня. В 2012 году на выставке халяльной продукции в Казахстане чеченское предприятие было удостоено высшей награды. Не меньший успех компания имела и на выставке «Золотая осень», проходившей в Москве в 2013-м. Очередной площадкой, где продукцию чеченского производителя представили на суд потребителя, стала многопрофильная выставка продуктов питания и пищевого производства «Продинтер-2016». Наша цель на этой выставке показать людям и с регионов, которые приезжают, что действительно даем попробовать, что действительно наша продукция экологически чистая и что она натуральная. На сегодняшний день вот мы здесь даже на этой выставке договорились с некоторыми компаниями, которые совместно можем, то есть какие-то ввести новшества там упаковки там или в различных там этикетках там, и тому подобное, у кого есть лучшее оборудование и тому подобное. Есть еще регионы, которые заключили с нами договора, будут с нами сотрудничать. Основной задачей этой выставки является продвижение экологически чистой и здоровой пищевой продукции. Это положительно отразится на пополнении внутреннего рынка страны качественным продовольствием отечественного производства. Идеи реализации данного проекта исходили именно из ситуации на нашем рынке, что несмотря на экономический кризис, очень активно развивается пищевая индустрия и рынок продуктов питания. Наши экспоненты – это действительно успешные предприятия, это производители, поставщики продуктов питания, пищевого оборудования, ингредиентов, которые приехали в нашу республику в целях найти себе местных надежных партнеров. Мы, как организаторы, очень надеемся, что ежегодно проект «Продинтер» будет развиваться, и у нас будет расширяться география участников, посетителей выставки. Пятигорск, Нальчик, Ставрополь, Кисловодск и еще порядка 20 городов участвуют в этой выставке. Подобный опыт в Чеченской Республике проводится впервые. Именно поэтому с момента открытия здесь нет отбоя от покупателей. Особенно многолюдно у стенда московских участников. Компания «Балтик Мастер» занимается производством кухонной техники. На месте шеф-повар проводит мастер-класс, где знакомит посетителей выставки с особенностями производимой ими техники и предоставляет возможность попробовать блюдо, приготовленное с ее помощью. Самое главное, все так просто, да? Ничего сложного нет. Не меньше интерес у покупателей вызывают и гости из Кабардино-Балкарии. И неудивительно. Нальчикский молочный комбинат является крупнейшей компанией по производству молочных продуктов на юге России. На данный момент у нас около 160 наименований продукции высокого качества, соответствующие всем стандартам. Представляем продукцию всех сегментов, так сказать, ценовых, то есть от более бюджетной до премиальной. В частности, вот хозяюшка альпийских лугов – это тот продукт, который у вас, я насколько знаю, пользуется самой большой популярностью. Сейчас в данный момент запускается проект по расширению на вашем рынке. И будем надеяться, что, мы надеемся, что будем радовать вас и дальше продуктам высокого качества. Компания «Ленд» – отечественный производитель оборудования для магазинов, кафе и ресторанов. За 20 лет существования до предприятия зарекомендовало себя как одного из лучших производителей. На их счету более 6 тысяч торговых объектов по всей стране, в их числе и недавно открытый в Грозном гипермаркет «Лента». Мы возлагаем очень большие надежды на эту выставку, потому что надеемся, что этот регион нам откроется, и мы сможем
показать, какие красивые магазины бывают в мире, потому что мы очень большой опыт имеем по строительству магазинов. Мы изучаем тенденции современные, изучаем, скажем так, какие энергосберегающие технологии существуют, какие дизайн-проекты создаются в мире. И мы хотим это все предложить нашим друзьям из Чечни. Продентер 2016 стала площадкой не только для обмена опытом между ведущими компаниями в производстве продуктов питания. На базе этого мероприятия также прошло учредительное заседание гильдии рестораторов и ательеров республики. Данный союз направлен на повышение качества обслуживания в местных ресторанах и гостиницах. Идея создания гильдии назрела давно. У нас только в городе Грозном более 100 ресторанов, кафе, баров. Есть уже определенная конкуренция. Надо как-то регулировать данный рынок, регулировать в плане качества. Тем самым при поддержке Комитета правительства по туризму мы сегодня учреждаем гильдию рестораторов, ательеров Чеченской Республики. Данная гильдия будет способствовать продвижению, развитию ресторанного бизнеса. На первое заседание гильдии были приглашены владельцы более 100 ресторанов и 27 отелей. Идея объединения под общим лозунгом, гласящим развитие и продвижение ресторанного бизнеса в Чечне, была принята с большим энтузиазмом, поскольку здесь им предоставляется возможность обмена опытом и взаимовыгодного сотрудничества. Первое заседание проходит на ура, а его организаторы с уверенностью утверждают, что с каждым следующим собранием количество участников будет стремительно расти. Хадижат Гугуева, Магомед Сулейманов и Ислам Расулов. Новости 7. На неделе с рабочим визитом Чечню посетила делегация Министерства по делам Северного Кавказа, Фонда развития промышленности, Корпорация развития Северного Кавказа и Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства во главе с заместителем министра промышленности и торговли Российской Федерации Василием Осьмаковым. Вместе с министром промышленности и энергетики Чеченской Республики Галасом Таймасхановым делегация посетила площадку реализации инвестиционного проекта по созданию инновационного строительного технопарка в селении Чири. Также гости побывали в цехах акционерного общества «Чечен-Авто», где встретились с представителями предприятия и экспертами. Осмотрели процесс производства, обсудили и перспективы развития завода. Уже в Грозном прошло совместное совещание, на котором говорили о развитии отрасли в регионе. Василий Осьмаков отметил, что в республике эффективно работают предприятия и создаются рабочие места. Также, по его словам, Министерство промышленности и торговли страны будет оказывать необходимую помощь в развитии Чечни. На долю промышленных предприятий, подведомственных именно Министерству промышленности и энергетики, в суммарном показателе объема выпуска продукции обрабатывающими производствами за 10 месяцев 2016 года приходится 34,5%. Это порядка 2 миллиардов рублей. Наблюдается увеличение производственного показателя предприятий к уровню 2015 года и перевыполнение плана по выпуску продукции. Наступающий год объявлен годом экологии. Такое решение, напомню, озвучил президент страны. Главная цель – привлечь внимание к проблемам окружающей среды и не допустить экологического кризиса, которого так опасаются власти страны. А как к этому вопросу отнеслась Чеченская Республика? Планы, как выяснились, большие. Какие, узнаем у Марьям Килимовой. Главной экологической проблемой, по словам главы администрации Шатойского района, до недавнего времени был вот этот овраг глубиной 30 метров, расположенный между селением Помето и Шатоем. Еще с 70-х годов сюда свозился мусор с расположенных поблизости населенных пунктов. Скопившиеся отходы начали доставлять неудобства жителям близлежащих поселений, а подземные воды вместе с дождем уносили мусор в реку, создавая угрозу экологического бедствия. Тогда, согласно поручению главы республики, было решено ликвидировать свалку. 350-400 машин мы это 100% вывезли, может и больше. А остальное мы засыпали его грунтом. Здесь мы рыли котлован, и все это грунт мы туда перевезли и туда засыпали. Это очень много, это около 1 миллиона кубов. Сейчас мы уже проведем рекультивацию и деревья посадим или там какую-то траву. Со строительством нового полигона по утилизации твердобытовых отходов в районе решили проблему со стихийными свалками. Шатойский, единственный полигон, расположен в горной части Чеченской Республики, обслуживает сразу 3 района.
Рассчитан как минимум на несколько десятков лет. Территория также выбрана не случайно. В случае необходимости есть возможность увеличить площадь полигона. А с тем, что в ближайшее время будет вести сортировка мусора, проблем с его размещением и вовсе не будет. Согласно новому закону, с 1 января 2017 года несортированный мусор захоронению не подлежит. Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды надеются, что к тому времени начнет работать региональный оператор, который должен будет организовывать раздельный сбор мусора. В республике пока действует два полигона, куда свозят бытовые отходы. Шатойский и вторсырье мэрии Грозного в районе Андреевской долины. Активно ведется работа по строительству новых объектов, что, безусловно, повлияет на улучшение санитарно-эпидемиологического состояния региона. В Гудермесском уже идут гидрологические изучения, уже отведены участки, идет процесс перевода земель с одной категории земли промышленного специального назначения и в Наурском, и в Гудермесском, и в Русмартановском районах. То есть будет поручение Дельгириева, главы правительства, до 1 июля 2017 года, чтобы эти дополнительные 4 полигона уже начали функционировать. К тому же нововведения в законодательстве должны ускорить вопрос строительства мусороперерабатывающего завода. А мероприятия, запланированные в год экологии, позволят закрыть все несанкционированные свалки в республике. Даже в случае перегруза специально отведенных контейнеров службы, занимающиеся вывозом мусора, привлекаются к ответственности. Составляем протокол об административном правонарушении, выдаем предписание на устранение нарушений. И при рассмотрении административного дела бывает, что назначаем штраф. В основном назначаем административный штраф. Указом президента страны 2017 год объявлен годом экологии с главной целью привлечь внимание к проблемным вопросам и улучшить состояние экологической безопасности. На последнее надеются и в Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды Чеченской Республики, поскольку до сих пор остаются неразминированными многие лесные участки. Когда идет подбор участков для лесовосстановления, для санитарно-оздоровительных мероприятий, для профилактики пожарной безопасности. Мы знаем, есть у нас именно участки, которые необходимо разминировать. Они, хотя у нас были включены с 2015 года, но поскольку у нас приоритет сельскохозяйственного направления, график был переложен на другое вроде время, и в 2017 году будем надеяться, что он будет еще. В рамках года экологии весной в Итымкалинском районе республики планируется посадить березовую рощу, а Введенский уже пополнился хвойниками. Масштабные акции по увеличению численности леса планируется продолжить. Задача упростилась и с тем, что появился свой посадочный материал. Запланированы акции и по очистке водных объектов, однако некоторым вопросам планируется уделить более пристальное внимание. Сбросом сточных вод воинских частей. Мы с этой ситуацией боремся, принимаем те меры, допускаемые регламентом и законные методы. И, скажем так, мы добьемся того, что сточные воды с объектов Министерства обороны будут соответствовать нормам. Между тем, новыми видами пополняется флора и фауна. Не так давно на территории Центаруйского заповедника выпустили винторогих козлов и серых куропаток. Эти особи занесены в Красную книгу, а питают преимущественно в странах Ближнего Востока. Таким образом, власти Чечни и дальше намерены решать вопрос восстановления популяции диких животных и защиты окружающей среды. Марьям Керимова, Исад Далаев, Альберт Салаханов, Юсуп Успанов. Новости 7. На этом все. Смотрите нас в следующее воскресенье. Мы расскажем вам о самых важных и интересных событиях. Спасибо, что были с нами. Адык Йоши.